Ежегодно весной и осенью столица республики погружается в туман. Жители сжигают опавшие листья, сухостой и мусор, не подозревая о серьезных последствиях. Вместе с вроде бы безобидным дымом в воздух попадает целая таблица Менделеева. Адам таригадысты, гецелта, сываллатта. Каражи бомбарама, ой, мана югораты шарам, юмаста, мана куди ухажар бину, тофта. Мена кау суженом. Помада схактил дорогу деканай, фаздак схактам даршавы. Листья, как губка, впитывают всю грязь из атмосферы за лето, тяжелые металлы, канцерогены от выхлопных газов. При сжигании это все не исчезает, а высвобождается. Это усугубляет самочувствие горожан и обостряет хронические заболевания, в первую очередь у людей, страдающих астмой. По словам аллерголога, в осенний период фиксируется всплеск обращений с обострениями бронхиальной астмы, хронических бронхитов. Чаще всего симптоматика бывает со стороны бронхолегочной системы. Это касается в первую очередь пациентов, у которых заболевания бронхолегочной системы. Это в первую очередь бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Ну и во вторую очередь это пациенты, которые страдают сердечно-сосудистой патологией, ну и пациенты с онкологией. К сожалению, пациенты данных патологических изменений у нас в городе в достаточном количестве. Поэтому и обращаемость тоже высокая с этими нозологиями. Аллерголог настоятельно просит жителей не сжигать листья, так как это способствует выбросу в атмосферу множества вредных веществ, которые могут спровоцировать першение в горле и кашель, подчеркнула она. При сжигании листвы выделяется в огромном количестве оксид азота, различные канцерогены, углекислый газ. Они действуют таким образом, что препятствуют поступлению кислорода к тканям в организме, и, соответственно, нет кислорода, плохое кровоснабжение тканей, и это может проявляться в виде таких симптомов, как недомогание, общая астенизация, головокружение. Как отметила Марина Маргит, загрязненный воздух и наличие в нем химических веществ могут стать катализаторами различных кожных заболеваний. Длительное воздействие токсичных веществ приводит к ухудшению состояния кожи, появлению аллергических реакций, экзем и воспалительных процессов в организме. Маргита также подчеркнула, что сжигание листвы наносит больший вред здоровью, чем употребление никотина. Все мы знаем о вреде курения, как это плохо, да, и активное курение, и пассивное очень сильно вредит бронхолегочной системе, но мало кто знает, что на самом деле запах гари, запах резкий от сжигаемых листьев, он намного вреднее, и риски от него превышают риски от курения в 3,5 раза. Сжигание листвы представляет не только угрозу для здоровья, но и влечет за собой административную ответственность. Найганан город изобрет сафтарта мусор сужен частный домовладение денного корпуса шара независимо. И в административные наказания, конечно, подвергаться кончине административной штрафой. Кодекс об административном правонарушении, статья 20.4. Штрафу от 5000 до 15000. То есть весомый штрафу отдаймоган. Отказавшись от опасной традиции, мы сделаем вклад не только в свое здоровье, но и в чистое небо, а значит и сохранение экологии. Ведь по-настоящему навести порядок значит убрать, а не сжечь. Агунда Губозова, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня.